Добрый день! С вами сегодня я, Сандакова Ольга Михайловна, специалист по связям с общественностью компании «Консультант Плюс Чувашия». Мы продолжаем вас знакомить с нашей системой «Консультант Плюс», ее сервисами и сотрудниками нашей компании. Сегодня вместе со мной в студии руководитель отдела регионального выпуска Владимирова Татьяна Геннадьевна. Добрый день! Прежде чем мы перейдем к разговору с Татьяной Геннадьевной, я хочу рассказать немного о системе «Консультант Плюс». Система «Консультант Плюс» представляет собой современный крупнейший информационный ресурс. По исследованиям 2018 года «Консультант Плюс» – самая популярная справочная правовая система. На сегодняшний день в системе «Консультант Плюс» насчитывается более 195 миллионов документов. Является незаменимым и важным, надежным помощником в работе различных специалистов. В нашей системе каждый специалист может выбрать свой персональный профиль. Бухгалтер, юрист, специалист по закупкам, работник кадровой службы, работник бюджетной сферы. Свой профиль – это стартовая страница, лента новостей, видеосеминары, специальные подсказки и результаты поиска, направленные под задачи конкретного специалиста. Это современная система поиска необходимой информации, в том числе и региональной. Наш генеральный директор Сахабудинов Газинур Габрашитович является руководителем региональных центров «Консультант Плюс» на территории двух республик – Чувашии и Мари-Эл. В Чувашии мы являемся разработчиками регионального выпуска «Консультант Плюс». О системе я вам немножко рассказала. А теперь мы перейдем к разговору с руководителем регионального выпуска «Консультант Плюс Чувашия» Владимировой Татьяной Геннадьевной. Татьяна Геннадьевна, вы ведь уже очень давно работаете в нашей системе. Как начиналась ваша история с «Консультант Плюс»? По образованию я экономист. Окончила Чувашский государственный университет. И там же проработала 10 лет в информационно-вычислительном центре. В какой-то момент мне захотелось сменить сферу деятельности. Я нашла объявление в газете, где говорилось, что требуется специалист для обработки нормативных актов. Это сегодня «Консультант Плюс» стал привычным инструментом для специалистов, студентов и даже школьников. Тогда я, как и многие, не знала, что такое справочно-правовая система. Познакомившись поближе с компанией, узнав о ее деятельности, я поняла, что это направление может быть очень интересным. Молодая компания, перспективное направление, энергичный молодой коллектив. Так я осталась в «Консультант Плюс» и уже 24 года вместе с ним. Татьяна Геннадьевна, вы ведь не сразу стали руководителем отдела. Расскажите, пожалуйста, что было до? Как начинался ваш рост в нашей компании? Сначала я работала оператором. В то время электронных копий еще не было. Документы мы получали в бумажном варианте. Моя задача была быстро и корректно обработать документ для ввода его в информационный банк. В дальнейшем мои обязанности становились шире. Компания энергично развивалась, осваивала рынок. И постепенно я стала выпускающим администратором. Система «Консультант Плюс» тоже не стояла на месте. Менялся ее интерфейс, появлялись новые возможности. Работы становилось больше, и наш отдел развивался. Стали набирать новых людей. В тот момент мне и предложили стать руководителем этого отдела. Татьяна Геннадьевна, какие черты характера, профессиональные и личностные, необходимы для работы в отделе? Для работы с документами нужна внимательность, усидчивость, грамотность. А учитывая объемы работы, еще также важна техническая подкованность, умение концентрироваться, определенная скорость работы. Наш коллектив не сразу сложился, но зато сейчас остался костяк преданных своему делу людей. А если говорить о личных качествах, мы все такие разные, у всех свой характер, темперамент, привычки, но мы, как винтики в одном механизме, нацелены на один результат. В работе помогает доброжелательность и взаимопомощь. Всегда проще добиваться высоких показателей в деле, которые тебе нравятся. К тому же наши навыки и профессиональные знания постоянно шлифуются в учебном центре «Консультант Плюс».
Трудно быть руководителем. Как бы вы описали свой стиль руководства? В нашем отделе сложилась довольно дружеская атмосфера и все демократично очень. Конечно, какие-то решения я принимаю сама. Но учитывая опыт и знания своих сотрудников, я не имею права игнорировать их мнение. Когда возникает масштабная задача, это всегда выносится на всеобщее обсуждение. Я выслушиваю мнение каждого сотрудника и только после этого принимаю решение. Я знаю, что у вас есть чем гордиться. Расскажите, пожалуйста, чего достиг региональный выпуск за эти годы? Определить достижения можно количеством и качеством. Количество документов в нашем региональном выпуске постоянно растет. Ежедневно мы вводим более 50 документов. Сейчас мы приближаемся к рубежу 170 тысяч. Такие большие красивые цифры нас очень радуют. Все 85 субъектов России ведут свой региональный выпуск. Сводное законодательство содержит около 100 миллионов документов. Проекту «Региональный выпуск» «Консультант Плюс» исполнилось 25 лет. Лучшие РИЦ, и в том числе наш, были награждены дипломами за качество. Мы стараемся держать высокую планку. А какие показатели качества регионального выпуска? В первую очередь, это достоверные актуальные документы, точные ссылки, грамотные комментарии и примечания. Мы на протяжении многих лет сотрудничаем с органами исполнительной и законодательной власти республики, с органами местного самоуправления. Напрямую получаем от них документы. Ведь это достоверность информации, включаемой в информационный банк. Не менее важной для нас является оперативность. Мы обновляем свой информационный банк ежедневно, чтобы пользователь мог вовремя получать информацию, важную и интересную для него. Но ведь «Консультант Плюс» — это не только тексты нормативных актов. Да, конечно. Сотрудниками нашего отдела подготовлен целый блок справочной информации. Это в первую очередь производственный календарь, календарь бухгалтера, информация по налогообложению в муниципальных районах. При необходимости, например, можно быстро найти ставки налога на прибыль организации, транспортного налога, размер минимальной заработной платы, индекс потребительских цен и другую интересную вам информацию. Также специалистами отдела еженедельно готовится обзор важных документов, включаемых в информационный банк, и изменений. С аннотациями к этим документам вы также можете познакомиться на сайте «Консультант Плюс». Надеемся, что благодаря нашей работе пользователям «Консультант Плюс» удобно и легко работать с нашей системой. И в заключение хочется сказать, что по всем вопросам, касающимся регионального выпуска, вы можете обращаться по телефону 46 18 98. Мы всегда рады сотрудничеству. Татьяна Геннадьевна, спасибо за ваш интересный рассказ. Я думаю, слушателям было интересно услышать о работе нашего регионального выпуска, о том, как быть руководителем такого важного отдела. И кого-то, может быть, это вдохновит на какие-то профессиональные подвиги, рост. И в заключение хотелось бы сказать, что на территории города Канаш у нас открыт подхост, в котором работают два сотрудника. Это Кантемирова Галина Кашафовна и Макшанцева Ольга Михайловна. Их телефоны вы сейчас увидите на экране. А также вы можете позвонить по телефону 239 049 для того, чтобы задать какие-то интересующие вас вопросы. Пользуясь случаем, хотим вас поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю вам счастья, здоровья, достижения новых вершин. С праздником, дорогие телезрители! «Консультант Плюс» всегда на страже ваших интересов. С нами вы всегда в плюсе.